Всем привет, друзья! Как мы видим, за бортом температура минус 35 градусов. 4 января сегодня. Была мысль сходить, проверить палки, оставить еще. Но посмотрел прогноз и ужаснулся, там до 40 градусов мороза. В общем, не стоит, думаю, не стоит. И палки оставлять нежелательно. В общем, едем, друзья, поднимаем палки и оставляем до лучших времен. Немножко живцов оставим в тюрьме. Думаю, месяц-два пусть отдохнут. Месяц где-то в марте приедем сюда. Давайте посмотрим на нашу речку. Река Печора. Морозный день. Вот такое вот солнышко. Ветер совсем небольшой. Вот у кого-то здесь палки появились. Кто-то поставил палки на Налимов даже сейчас. Там палки Влада. Здесь я свои палки поднял. И сейчас поедем на нижний участок. Поднимем и там палки. Проморгали мы в этом году сезон Налима, первый лед. И сейчас уже смысла нет что-то делать. Будем заниматься немножко другой рыбалкой. А на речку Печору мы вернемся уже весной. Поехали. Сделаем короткое включение. Если что-то попадется. Нет, так просто поднимем. И ролика не будет, скорее всего, как и вчера. Вчерашний-то ладно, вы посмотрели уже. Погнали, погнали. Встречаемся на палках. Друзья, короткое включение. Вон, хочу показать, что несмотря на 35-градусный мороз, полыня по центру реки до сих пор вот открыта, вот парит. Небольшой южный ветер сносит пар туда вот на север. И здесь я иду на лыжах, потому что вон везде просто очень много воды. Опа, на себя брызнул прямо. Очень много воды. Это-то ерунда, наледь наледью. А вон, видать, бьют ключи. Опять промоины прямо здесь. Раньше их почему-то не было. Вот везде ямки, ямки. И это где ямки? Там, получается, бьют ключи. И получается промоины. Раньше вот здесь у меня было типа ямки. Здесь стояла короткая сеточка на 15 метров. И всегда штук 10 щучки, окушки, плотва попадали. Потом от дамбы все это замыло, обмелело. И сейчас стало здесь мелко. Но вот таких вот промоин раньше не было. Правда, я здесь не был уже года 3. И появились везде промоины. Как бы стало опасно, потому что здесь дамба, перекат, возможно, может быть промыта. Не знаю, броду как замерзла, хрен его знает. Учитывая то, что рядом вот полыня, возможно, будет всякое. С пешней-то я иду, но на пешню, так как мороз, сразу намерзает такой башмак льда, снега. Без лыж я бы, конечно, не прошел. Так пока иду по верху, снизу идет все вода. Лыжи с камусом длинные, широкие и не дают как бы провалиться. А нам надо добраться до наших палок. Вон еще метров 500, наверное. Ну что, будем пробовать? Рискнем. Как бы здесь, ну не знаю. Раньше здесь было мелко, но промои не было. Промоина была там, ключи были. Там сейчас тоже большая промоина есть. Сюда мы вернемся только ближе к весне, к марту месяцу. А там видно будет. Ладно, будем пробовать пробиваться к нашим палкам. Ну что, с Божьей помощью мы все-таки дотопали до наших палок. Вон. Без лыж бы я точно не проехал. А солнцу осталось уже где-то, ну, максимум час светового времени. По-любому придется дорабатывать с фонариком. 2 недели, так, 24 там. Около 2 недель эти палки были не проверены. По-любому что-то, если даже было, уснуло. Но это не критично. Главное, чтобы глубоко не промерзло. И сейчас мы это проверим. В принципе, лунки были засыпаны. Но что-то здесь нет наледи. Если была наледь и замерзла, то значит все это тоже замерзло. Нормально. О, была наледь. Наледь только-только начала замерзать, но еще до конца не промерзла. А это значит, мы сегодня успеем
поднять все палки. По идее, можно было их насадить, но в такой мороз не вижу смысла. Ладно бы налим поклевывал, так его нет от слова совсем. Так что, независимо от результата, будем поднимать наши палки. Ну, так как они были насажены, какая-то надежда все равно есть. И будем смотреть. Что-то закручено все. О, налимчик. Не, вон живые мальки даже. Этого мы налима отпускаем. Он свою службу сослужил. А мальков отвезем коту. Он, если за 2 недели никто этих мальков не взял, надо полагать уже, что реально глухозимье это глухозимье. Все. Смотрим вторую палку. Да ладно. Натяжка, что ли? А, не, дохлый. Дохлый налим белому. И что там еще? Еще один дохлый налим. Ну тут уже я вам ничем не смогу помочь. Пойдете белому на корм. Смотрим дальше. Натяжка какая-то есть. О, насаженный, живой, амнистия. Вот так вот, друг. Повезло тебе. Говорю, вот, когда за хвост цепляешь, то никаких повреждений. Если он уже выжил, то по-любому выживет, только будет меченый. А этих даже никто не соизволил. Смотрим дальше. Давай Генчику на день рождения, на Рождество налима нам хорошего. Килограмм на 5 хотя бы одного трофейного. Кто-то дергает. Налимчик насаженный. Тебя мы тоже отпускаем. Вот так вот. Второй налим. Гуляй, Вася. И еще один там дергается, слышно. Мелочь пузатая. Тебя тоже мы сейчас попробуем отпустить, хотя ты заглотил. Ладно, попробуем. Получилось. Все, гуляй, Вася. Вот так вот. Всю мелочь обратно в родную стихию. Все, что можно. Смотрим дальше. Натяжка есть. Сейчас мы увидим, что там натягивает. Что-то даже дергает. Так, этот налим насаженный. Иди гуляй, Вася. 5 уже. А тут что-то получше. Ясь, что ли? Нет, налимчик чуть больше. Чуть-чуть больше. И заглотил. Так что мы тебя возьмем на жарежку. Потому что освобождать тебя смысла нет. Ты не жилец. На жарежку пригодишься. Смотрим. Ну, хоть одного крупного за весь сезон. Давай. Печора, не жалей. Здесь ни хрена. Так. Ну а здесь что? Есть что-нибудь? Нет. Мелкий. Насаженный. Амнистия. Иди гуляй. Иди гуляй. Так, и еще там что-то есть. Такой же. Вот так вот, столько мелочи. А ты, наверное, уже не выживешь. Заглотил. Сейчас попробуем, конечно. А, не. Да ладно, иди гуляй. Выживешь, выживешь. Нет, так твои проблемы.
Ну что, друзья, не знаю, сколько проработает камера. Отогрел за пазухой, включилась. В общем, последняя палка. Дело сделано, все палки подняты. Тюрьма поднялась. Поднял тюрьму, тут несколько живцов еще есть. Сейчас закину одну палку, единственное, сюда все. Смотрим последнюю палку. В общем, не знаю, если выключится, вон у меня один язь. 3-4 налимчика небольших живые на сковородочку. Остальные дохлые коту, собаке, братьям нашим меньшим. Смотрим, что у нас попало на последнюю палку. Попало ли вообще что-нибудь. И закругляемся, друзья. Закрываем рыбалку по налиму. И следующая рыбалка у нас уже будет совершенно другого направления. И это, скорее всего, будет... О, живцы тут у меня еще есть. Меня это радует. И, скорее всего, эта рыбалка у нас будет рыбалка на хариуса. Вот еще один дохлячок мелкий. Так. Все. Поднимаем. А ловушки, тюрьму, то есть с мальками, отпускаем. Вот такая вот рыбалочка. Самый крупный налим в этом сезоне был где-то около 2 килограмм. Несколько штук по килограмму, остальное все мелочи. Потому что не успел на первый лед. Зато я побывал в этом году на открытии сезона на Камчатке. Сейчас временно закрываемся. Все закрыл на зимовку. Месяца через 2, в марте, где-то в середине, наверное, сюда приедем. И все вскроем по новой, и будет у нас совершенно другая рыбалка. Сейчас, скорее всего, поездим на лесные речки, может быть, на озера. В общем, месяца 2 у нас будет совершенно другая рыбалка. Как-то вот так. Вот получилась такая рыбалка на налима, короткая. Немножко покушали, свежатинка, уже хорошо. Так что всем пока, друзья, спасибо за внимание. И до новых встреч на канале Коми Рыбак.